Так, пожалуйста, включите презентацию. Так, ну, конечно, я как будто попал в другую совсем, другое совещание, и идеи у вас очень хорошие, все это сделать красиво, построить там и так далее, но что мы на самом деле имеем? Я немножко вот это остановлюсь. Давайте, ну, у меня вот коллеги, мы этим занимаемся, мы занимаемся чисто мерзлотой, мерзлотными процессами, как они работают, как они деградируют, мерзлота там и так далее. Вот, ну, чисто научная работа. Мы редко выходим к общественности. И давайте мы посмотрим. Ага. Так, мы практически никогда, вот общественность, да, обычно никогда, вот мерзлоту они знают, вот мерзлота, а мерзлота, она очень разная. Очень разная. Вот здесь, вот на слайде вы видите, да, вот что из себя может представить вот мерзлота. Это где-то 70-80% территории грунтов состоят из чистого льда. И на этом мы хотим построить. И карту видите, вот эта синяя карта. Тем темнее это, тем больше объема льда под нашими ногами. 40% территории Якутии является вот в зоне риска, вот с точки зрения вот это подземных льдов. Вот эти подземные льды, вот видите, вот внизу, вот эта фотография. Вот эти льды начинают таять. Если они будут таять, образуется чаша протаивания. Чаша протаивания притягивает всю воду к себе. Если рыхлые отложения, как в городе Якутске, рыхлые отложения, да, и они разваливаются. Мерзлота, когда она мерзлая, она как бетон. А когда она переходит через 0 градусов, переходит в талое состояние, то он практически разваливается. Вы можете прийти в институт мерзлотоведения, у нас есть подземная лаборатория, и вы можете вот это сразу посмотреть. Вот. Мерзлый песок и не мерзлый песок. Так, и вот этот льды, конечно, играют очень большую роль. Потом здесь вообще никто не напоминает. Кстати, вот вы сказали, что про климат надо забыть. Ни в коем случае. Ну, вначале это было. Посмотрите, среднегодовая температура в Якутии, она повысилась на 3-4 градуса. Было в Якутске минус 10, стало минус 6. Минус 6 – это климат не мерзлотной области. Не мерзлотной. Так что мы живем совершенно в другом климате сегодня. И поэтому у нас очень большие проблемы с мерзлотой. И это надо учитывать, прежде чем думать, какие-то идеи подавать и строить. Посмотрите, это вот климат, как развивается. Это температура воздуха среднегодовая в Якутске. Вот 1990 год, вот это вот рубеж до 90-го года и после 90-го года. После 90-го года у нас практически идет деградация вечной мерзлоты. Фотографии посмотрите. И
никто не говорит из климатологов, что вот это когда-то закончится через 100 лет, через 50 лет. Все мерзлотные прогнозы, они негативные. Говорят о негативном влиянии климата. Вот это вы должны знать перед тем, как строить, развивать город, урбанизацию на севере. Вот это вы должны знать. Об этом мерзлотоведы все знают. А почему наши работы не читаете? Надо читать. Ну, это я пропущу. Это изменение температуры вечной мерзлоты, как она тоже развивается. Вот это занимаемся. И сейчас идет очень большая работа по географическому мониторингу Российской Федерации, арктической зоны, мерзлотной части. И, конечно же, мы тоже работаем. Но, однако, идет географический прогноз, обманывает людей. Делается только фоновый мониторинг. Фоновый мониторинг мерзлоты. Температуру вот меряем, и все. Как будто мерзлота имеет одну характеристику – температуру. Но мерзлота же, она развивается, она как живой организм. Процессы идут там. Как эти процессы идут? Вот это мы предлагаем. Мерзлотоведы это предлагают. И чтоб обязательно учитывали вот это. И, конечно же, Республики Саха-Якутия, наш институт свое вот это предложение дает. И наша вот схема. Ну, например, там Арктический институт, Институт Арктики и Антарктики нам предложили 58 вот этих участков фонового мониторинга в Якутии. Мы предлагаем 24. Лучше вот 24, и давайте то, что мы хотим, вот где процессы развиваются, и где они негативные, где можно обойти их там и так далее. И в этом направлении мы хотим работать. И обязательно включить геотехнический мониторинг. Технический. Вот эти дома не строить, а как они выживут вот в это потепление. Вот это мы предлагаем. Ну, по городу Якутску тут есть два момента. Один момент очень сильный. Строители, когда дают температуру, вот это состояние вечной мерзлоты, они всегда берут температуру под фундаментом, где вот этот проветриваем подполье. Но там это уже, вот этот, это то, что открыли мерзлотоведы, чтобы сохранить мерзлоту. А вокруг дома у них ничего нету. А все коммуникации вот этого дома, они уходят вот на чистые вот эти участки. И, конечно же, дороги, наши коммуникации, инфраструктура полностью, да, и они, конечно, страдают. И если они страдают, то этот дом стоять не будет. Ну, вот температуры, вот, ну, сегодня вот показывали, идет, но потепление очень большое. И, конечно же, это все представляют. Потому что в городе Якутске в 50-е годы было минус 8 градусов застроенной территории, мерзлоте. Сегодня у нас минус 4. А дальше, вот от домов, когда уходим,
там уже -1 градус. -1. Это около нуля. И, конечно, там чаша протаивания образуется, и все процессы водные там и так далее, все идут туда, и вот этот процесс идет как в Батагайской котловине. Вот это все вот идет в чашу протаивания и начинает разрушаться. Александр Николаевич, это вот, да, я заканчиваю. Все, вот это вот наши исследования, как идут. Это вот я просто фотографии взял, вот эти чаши протаивания небольшие, и что они делают с дорогами, с лепом и так далее. И домами. И самое главное, вот это, вот лед, я говорил, подземный, да, вот этот вы видите, вот это Чурапчинский район. В Чурапче живет 10 тысяч, поселка 10 тысяч человек. Больше, чем в каких-то наших городах. И представляете, да, вот эти маленькие, вот эти кругляшки вы видите, да, это полигоны. Они индикаторы, первые индикаторы деградации вечной мерзлоты. И мы там строим. Скоро Чурапча будет городом. Так, спасибо. Александр Николаевич, спасибо большое. Мне кажется, крайне важно, о чем вы говорите с точки зрения того, чтобы популяризировать. У меня предложение к Палате общественные регионы. Не знаю, есть ли представители. Если нет, то мы передадим. Устраивайте, пожалуйста, такие дискуссии у себя в Палате. Но это же правда очень важно. Для этого не обязательно приезжать нам всем из Москвы, чтобы вот эта стыковка состоялась. Спасибо большое за то, что обострили этот вопрос. Давайте. У меня вопрос вот в связи с нашим климатом такой. Значит, вот у нас традиционно дороги из асфальта, которые от различных климатических причин, они недолговечны, да. Вот я просто, как обычный человек, да, мне кажется, может быть, что-то нужно придумать похожее на тротуарную плитку, только выкладывать им дорожное покрытие. Может быть, я ошибаюсь, да? А вы бы, что бы могли бы вы предложить, если бы вы вдруг стали бы президентом страны и для родного Якутска, какой бы способ строительства дорог бы делали? Может быть, там по-другому нужно делать? Нет, ну тут путей очень много. Путей. И, конечно, самые оптимальные. Да, и вот из-за микрорельефа конкретного, да, вот этот, метр, вот перепады там и так далее. И вот это каждый перепадик требует совершенно отличного вот это понимания, какие мерзлотные процессы там идут. Не весь Якутск, а вот каждый перепадик. Вот над этим должны работать. И над этим люди должны вот это думать, а потом уже строить. Спасибо большое.